Километровые очереди из фур на границе с Казахстаном стало привычным делом за эти 5 лет пребывания нашей страны в ЕС. И, пожалуй, это единственное изменение, и оно отрицательного характера. По данным экономистов, отечественные производители не стали больше экспортировать, зарабатывать и платить налоги за это время. С экономической точки зрения интеграция не дала ничего Кыргызстану, отмечают эксперты. Однако этот союз нужен хотя бы из-за кыргызских мигрантов в России. Около 1 миллиона трудоспособных населения сегодня работают в городах Российской Федерации и перечисляют деньги на родину. Эти средства, в свою очередь, составляют треть ВВП Кыргызстана. Однако торговые условия для Узбекистана в той же России куда лучше, чем у члена Союза в лице Кыргызстана. Я был в Новосибирске прошлым летом, и мне рассказали такую картину, что для предпринимателей с Узбекистана дали зеленый свет. Овощи, продукты, которые привозятся из Узбекистана, им предоставили торговые точки на всех рынках. Волевым решением. В то время как мы, члены Союза, немножко мучаемся с этим поставкой этих товаров. К большому сожалению, наши премьер-министры много чего рассказывали нам, на сессии говорили и в общественности заявляли, что мы строим лаборатории, мы делаем, но, к сожалению, наш товар так и не стал каким-то определяющей составной частью. Хотя формально этот союз декларирует, что все члены интеграции имеют право голоса, голос Кыргызстана часто просто игнорируется. Причина простая – маленький внутренний рынок. Поэтому единственное, что может в этих условиях сделать правительство Кыргызстана, это хотя бы начать требовать от производителей соблюдать стандарты внутри страны, чтобы им было легче выходить на экспорт. Условия для получения необходимых сертификатов есть. Проблема заключается в хранении и поставке больших объемов. Такое требование у российских и казахстанских рынков. Почему вообще у нас есть вот эти очереди на границе? С нашей точки зрения, они слишком к нам жестко относятся. С точки зрения Казахстана, они показывают видео, где с Хоргоса выезжает автобус, грузовик, он заезжает на территорию Кыргызстана, ровно через час он возвращается опять на таможню, и документы у него написано, что это сделано в Кыргызстане. Учитывая, что на таможне тоже есть нормальные люди с нормальными глазами, они их и не пропускают. И вот в этом, я согласна, какой-то, не знаю, не элемент коррупции, а такой, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. И они стоят до тех пор, пока либо они к какому-то консенсусу приходят. При этом они, естественно, стоят не возмущают, потому что они знают, что они нарушают правила игры рынка. Еще одно упущение правительства Кыргызстана – это денежно-кредитная политика. По мнению экономистов, Национальный банк сегодня не заинтересован в создании рабочих мест и в экономическом росте. НБКР сегодня усердно пытается удержать курс СОМа, тогда как партнеры по ЕС претерпели девальвацию национальной валюты. В таких условиях кыргызстанскому предпринимателю трудно будет конкурировать на внешнем рынке. Когда в свое время был кризис в 2014 году, и наши партнеры по ЕС уронили свои валюты практически в 2 раза, в Кыргызстане девальвация составила около 20% всего. За последние 4 года СОМ он держится на одном и том же курсе. И вот это очень серьезно, все-таки, на мой взгляд, это, конечно, позволяет решить часть социальных проблем внутри страны, в том числе с низким уровнем инфляции, социальной защиты населения. Но для наших производителей это очень серьезно подрывает их конкурентоспособность. Там, когда речь идет о международной конкуренции, там даже считанные проценты имеют значение. Другие эксперты рассказали, что некоторые кыргызстанские предприниматели перешли работать в Казахстан и стали чувствовать себя лучше. Это говорит о разных условиях пребывания в ЕС, считают они. Кроме того, депутат Исхак Мысалиев отметил, что 70% швейной продукции производится в Китае, а остальная часть работы доделывается в Кыргызстане. Это вызывает вопросы. Такие проблемы нужно решать Кабмину. По его мнению, парламент сегодня занят тем, что узаконивает недоработку правительства. В частности, ежегодно госбюджет перекраивается к концу года. В части дохода цифры уменьшаются на 4,5 миллиардов сомов. Перизат Бакытова, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.